Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас приятный для просмотра ролик о счастливчиках, которые были не только спасены, но и пристроены за недавний период. Кто-то прожил у нас год, это Жан, Элис, кто-то полгода, это Петя, Перса, Лиса, ну или 4 года, как Валли. Обо всех не только мы заботились и кормили, их пиарили активно, всячески, по-разному и везде. Итак, Жан из Краснодарского края год назад метался, слонялся по станице Кущевской, искал еду. Кого-то убивали в это время, кто-то исчезал, а он как будто ждал, что я его спасу, заберу в Москву. Так и произошло. Прошел год, и вот наш Жан уехал в Эстонию, благодаря эстонским друзьям, волонтерам, за что им большое-большое спасибо. Жан очень скоро нашел там свою семью. Женщина, что его взяла, хвалит не нахвалится. Какой же он замечательный, преданный и верный друг. Хвалит его. Хорошо, что он спасен. Элис была спасена щенком в августе 24 года в Шатурском районе Московской области. Рассказали мне историю этого щенка, как всегда печальную. Бегал там, приставал к людям, получал пинки, кто-то приютил ненадолго, но не кормил. И снова щенок оказался на улице. Послала за ней гонца. Привезли, потом передержка. Через 8 месяцев напросилась я в Германию на пристройство с этим щенком к ответственному человеку, которая уже не раз выручала и помогала пристраивать. И в этот раз не отказала. И долгих 8 месяцев ушло у Татьяны на поиск замечательной ответственной семьи. Все это время Элис жила у нее, ходила с ней на работу, воспитывала ее. И вот теперь, по прошествии такого долгого времени и кропотливой работы по поиску и подбору семьи, прохождения испытательного срока, можно расслабиться. Элис много теперь путешествует со своими новыми родителями и вполне счастлива. Танечка, огромное спасибо. Знаю, как все сложно и что приходится преодолевать. А девчушка Элис пусть будет счастлива и здорова. Мальчишка Петя спасен мной в сентябре 25 года из отлова вместе с 2 другими собачулями. Он шел как в нагрузку, как за компанию с другими, ничем не примечательный. Просто стало мне его жалко. Когда забирают симпатичных, а обычным остается умереть через пару дней в этом жестком, суровом отлове Ульяновской области. Там, где в поле стоят печи для них. По приезду в Москву лечили долго. Спасибо огромное передержке Елене за терпение и изнуряющий труд. Вылечили. Месяца 2 ушло на это. Мальчишка хоть и небольшой, килограмм 11, с золотым характером, но пристраивался не быстро. Пока я не напросилась в Германию. Только там оценили милоту и беспроблемный характер этого благодарного ребенка. So, jetzt guck mal hin. Milo? Milo? Hier! Hier! Klasse! Fein hier! Радуется всему, обожает человека, уживается с другими сородичами. А в отлове таких уничтожают по статье «Опасен и агрессивен». Через пару недель и в Германии ему нашлась семья, в которую он быстро влился. И сколько радости и счастья испытывает семья, и благодарят. И как замечательно, что его жизнь тогда не оборвалась. И снова Краснодарский край, Кущевская станица. В январе этого года я забирала 4 из этой компании. Сегодня расскажу о 2 черных сестричках. Забираю всегда, когда уже некуда забирать, нет ни сил, ни денег, ни мест для них, потому что понимаю, какой труд добавляется, забирая их. Одной девчушке повезло. Сразу по приезду поехала она в семью в Подмосковье. То есть ты хочешь сказать, что вот эту вот мышку, которую только что я принесла из зоомагазина для кота, ты приватизировала себе? Да? Все, ты уже шкуру сняла. Это уже вторая.
А кот чем будет играть? Чем будет котик играть? Томас чем будет играть? У нее все хорошо, передают приветы. Это Лизочка первая. А вторая Лизочка жила на квартирной платной передержке в Москве. Первый раз была пристроена неудачно, вернули. Но зато сейчас у нее замечательная хозяйка. Кто идет? Это Лиза идет. Утром встречаемся. Лиза. Ко мне близко не подходите. А то... Давай, Лиза, растормоши его. Растормоши Остапа. А то он все никак. Да, давай. Лиза, растормоши его. Ну, тяжело пока. Живет тоже в Москве, гуляет в парке, ездит на дачу. У нее все замечательно. Спасибо передержке, спасибо ее соседке, совместными усилиями. И вторая Лизочка тоже счастлива. Ну и еще 2 собачулям, рыжим, добротным красавицам из приюта, где жизнь их протекала ужасно, в ржавых клетках, порой без выгула, без людей, к которым они тянулись, под невыстошный лай собак, забранных мной в прошлом году. Мне так хотелось вырвать их из ада и подарить им дом. Вот и они теперь, Перса и Лиса, уехали в семьи. И первые их приветы из дома. Девчушки, будьте счастливы, мы очень старались. Ну и Валли, спасенный из Якутска 3-4 года назад еще подростком. Уже и вспомнить сложно, как давно я его вывозила оттуда. Прожил у нас эти годы и возмужал, похорошел, яркий, харизматичный. Хотя передержка старалась и на речку купаться водила в жару в прошлом году. Пойдешь? Иди сюда. Иди сюда. Ты что, плавать не умеешь? И грумеру возила, но жизнь в вольере – это ничего хорошего. Так и жил бы у нас в вольере, не видя хорошей жизни. Но вот выбрала семья, уехал в Швецию. Очень довольный им, нежится теперь на простынях, спит с хозяином, как будто и не было суровой вольерной жизни в стае, как будто бы и не было Якутска. Будь счастлив, милый, харизматичный Валли. Итак, друзья, каков итог? Мы все любим смотреть ролики о пристроенных. Конечно, это приятный результат после огромной проделанной работы и благодаря вашему финансовому участию. Без вас не было бы такого количества спасенных. Огромная вам благодарность и от меня, и от всех спасенных подопечных. Друзья, но мы не можем на этом останавливаться. Мы не можем просто их держать у себя по 10-15 лет, да и не получится. Ежедневно ведется работа по пристрою, работа невидимая с пиарщиками, с передержками. И при этом идет огромная статья расходов на титры. 12 тысяч за собаку. Без этого собаки не уедут, их даже не будут выбирать. Очень стараюсь выкраивать из собранных денег на корм еще и на титры. Поэтому и не только поэтому всегда не хватает. До воскресенья мне надо оплатить еще 8 собакам титры, чтобы они в ближайшее время уехали. А это почти 100 тысяч. И надо срочно купить еще корм на 80 тысяч. Друзья, пожалуйста, прошу, помогите. Времени мало. Все рассчитано по дням, по неделям. И не хватает денег, чтобы пазлы сложились. Очень прошу, помогайте. А от меня активная работа не прекращается, несмотря на усталость. Друзья, пожалуйста, не оставайтесь в стороне и безучастны. Я вас очень прошу. Да, я всегда прошу, потому что не хватает. Я очень хочу сделать их всех счастливыми.